Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии абсолютно неверно. Север нашей республики сыграл в этногенезе башкирского народа не менее важную роль, чем ее юго-восток. И тому примером история башкирского рода Танып. Башкиры рода Танып ныне проживают в ряде районов севера нашей республики, а конкретно в Балтачевском, Карайдельском, Аскинском и Татышлинском районах Башкортостана. Происхождение и древняя история башкирского племени Танып не нашли отражения в письменных источниках Средневековья, а потому их реконструкция базируется в основном на данных старинных преданий. Первое, что приходит на ум при слове Танып, это ассоциация с рекой Быстрый Танып, которая протекает по ряду северных районов Башкортостана и впадает в реку Белую, Агидель. Нам предстоит решить вопрос о соотношении этнонима Танып и гидронима Танып. Какое из этих названий первично? Проще говоря, возникает дилемма. Получила ли река свое название от этнонима Танып или племя Танып получило свое название по наименованию реки? Этнограф Раэль Кузеев еще в 50-х годах прошлого века, записывавший предания со слов старожилов Севера Республики, приводит любопытные полевые записи. «Таныпцы – наши родственники», рассказывается в одном из преданий башкир-гайнинцев. Предки гайнинцев пришли на Танып в поисках родичей таныпцев, с которыми хотели жить вместе. Согласно преданиям, таныпцы и гайнинцы, проживающие в Пермской области, являются родственными друг другу группами башкирского народа. Например, башкиры-гайнинцы, кроме своего основного названия «гайна», часто употребляли второе название – ас-танып, то есть нижние таныпцы. На основании собранных материалов Раэль Кузеев делает вывод, что этническая основа таныпцев происходила из той же булгаро-угорской среды, из которой вышли гайнинцы. Как мы знаем, башкирский народ состоит из основных, если выделяем, то три основных компонента. Кыпчакский компонент, табын-васунский компонент и так называемый древнебашкирский компонент, куда входили племена древнебашкирского происхождения, в том числе и таныпцы. К их числу можно отнести и гайнинцев, и юрматинцев, брузянцев. Этот древнебашкирский слой формировался на основе древнемадьярского или финно-угорского фактора. В IX веке нашей эры территория Поволжья была зоной контакта двух политических объединений – Волжской Булгарии и так называемой Великой Венгрии. По всей вероятности, предки башкир-гайнинцев и таныпцев входили в состав последней. После ухода основной части венгров с территории Приуралья в Центральную Европу, оставшаяся часть населения Великой Венгрии откатывается на восток и входит в состав башкирского народа. Посол Папы Римского ко двору великого монгольского хана Гуюка Джованни Плано Карпини, проезжая мимо Южного Урала в Монголию, в своей истории монголов замечает, что страна Баскарт – это и есть Великая Венгрия, Магна Хунгария. Названия рек, гор и других топонимов очень консервативны, гораздо консервативнее, чем этнические названия. Топонимы не меняются на протяжении тысячелетий, поэтому гораздо уместнее предположить, что название башкирского рода Танып произошло по названию реки, а не наоборот. На новой родине таныпцы переходят на тюркский язык, принимают ислам
и становится частью башкирского народа наряду с другими реликтами Великой Венгрии – племенами Гайна, Юрматы, Еней и Юрми. Примечательно, что вплоть до 20 века таныбцы помнили о своем угро-финском происхождении. Мадьярдардан чыккан тип фараз экелер, чөнки безнең авылда шундай зәңгәр күзле, хап-хары сәсле мадьярдарга ошаган кешеләр күп. В книге упоминавшегося выше этнографа Раиля Гумеровича Кузеева приводятся полевые записи, сделанные со слов таныбских стариков в 50-х годах прошлого столетия. Предание гласит: мы потомки настоящих марийцев. Мы народ, который, оставив марийские обычаи, перешел в мусульманскую веру. Данный пассаж не нужно понимать буквально. Хранители преданий, не владея научной терминологией, для обозначения своих венгерских предков именовали их марийцами или черемисами, то есть теми финно-уграми, которых они знали в своей повседневной жизни. Предание продолжает. «Марийский царь сказал нашим дедам: моя вера неправильная, ваша вера находится в Стамбуле, идите туда. Старики ходили в Стамбул, и мы стали мусульманами». Принятием ислама подводятся черта не только под язычеством таныбцев, но и под их угро-финским прошлым. Предание ставит знак равенства между их исламизацией и тюркизацией. Став мусульманами, таныбцы автоматически становятся башкирами. Это типично для фольклора упрощение, схематично, но в целом верно передает процесс интеграции венгерского компонента в этническую мозаику древнебашкирской народности. Как и большинство башкирских этнотерриториальных объединений, улусов, таныбская волость делилась на ряд подразделений. Одно из них – Су-Таныб. Деревня Багазы – одно из немногих селений башкир-картаныбцев в Карайдельском районе, расположена в устье одноименной речушки Багазы, впадающей в Карайдель. Сам факт существования этой деревни является лучшим доказательством того, что земли башкир племени Таныб простирались до бассейна Уфимки Карайдели и даже примыкали с севера к столице нашего края городу Уфе. Факт проживания в долине столь полноводной реки отразился на названии местных башкир, и они стали именоваться Су-таныбцами, то есть таныбцами водными. Элек-электен безнең Багазы ырыуы, Багазы авылы Танып ырыуына кергән, Танып ырыуы. Безнең бер күршебез балыкчы ырыуы, икенче күршебез Байкы ырыуы. Шул ике ырыуның уртаһында безнең Танып ырыуы. Диалект местных башкир-таныбцев своеобразен и отличается от манеры говорить их соплеменников из других районов. Диалект башкир ряда северных районов Башкортостана игнорирует как башкирскую фонему «х», так и татарскую фонему «ч», предпочитая их букве «с». Например, слово «охотник» будет звучать как «сунарсы». Барбыр балыкчы ырыуласы менә һөйләшә, Байкы ырыуласы менә һөйләшә, бер аермалай юк, бер төрле. Ашкын Карайдел районы һөйләшенең иң теге башкортка якын ырыуларының бере инде без. Северо-западные башкиры долгое время были оторваны от остальной части родного этноса, поэтому они находились под культурно-языковым влиянием соседнего Татарстана, что породило ряд противоречивых тенденций и привело даже к смене их этнической идентичности. 27 елдан башлап татарча укыгандар мәктәптә. Бөтә авыл татарча укыган инде. Татариядан килгән китаптар менә укыгандар алар. Әле үзебезнең башкортча Башкирияласыга бит Башкортстан турында, элек Татарстан турында гына өйрәнгәннәр, элеккеләр. Крупнейшим подразделением башкирского племени Таныб был род Кыр-Таныб. Село Старобалтачево, центр Балтачевского района, одно из коренных селений башкир рода Таныб, восходит к имени Балтаса, отца старшины Кыр-Таныбской и Каратабынской властей Тархана Кулы Балтасева.
Кулый Балтачев. Личность, заклейменная советской историографией эпитетами предателя и царского прихвостня. Еще бы, ведь он был верным старшиной и принципиальным противником Салавата Юлаева. Но если абстрагироваться от односторонних определений, личность Кулыя Балтачева выглядит не столь неприглядно. В 1757 году он участвует в составе башкирской конницы в Семилетней войне против короля Пруссии Фридриха Великого. Начиная с 1761 года служит на сибирской пограничной линии. В начале 1771 года участвует в преследовании волжских калмыков, бежавших на историческую родину в Джунгарию. В 1771-73 годах возглавляет 3000-й отряд башкирского войска в походе русской армии в Польшу, за что был награжден главнокомандующим генералом Бибиковым саблей в серебряной оправе. У преданного царскому престолу вояки не было ни тени сомнений, на какой стороне ему быть, когда, вернувшись из польского похода, он застал Башкирию в огне пугачевщины. В ходе многочисленных сражений с повстанцами он получил 6 тяжелых ранений, а Пугачев за его голову обещал 500 рублей. Сумму по тем временам немалую. На следственном процессе по делу Салавата Юлаева, нисколько не сомневаясь в собственной правоте, Балтачев был одним из главных свидетелей обвинения. Обвиняя Салавата, он почему-то выгораживал Юлаева, видимо, ввиду приятельских отношений, сложившихся между ними в походах против калмыков и польских конфедератов. А как он, Юлай, в толпу к злодею пристал и какие именно злодеяния чинил, того он, Балтачев, не знает, и в злодействе им примечен не был. Что же касается до сына его, объявленного Салавата, то он и чинил разорения столь громкие, что имя его, Салавата, в тамошних местах везде слышно было. Салават и Кулый представляли собой два противоположных полюса башкирской знати, на одном из которых стояли противники колонизаторской политики правительства, а на другом противники антиправительственных вооруженных восстаний. Поэтому, следуя логике своих убеждений, Салават Юлаев и Кулый Балтачев просто не могли не столкнуться друг с другом в жестоком противостоянии гражданской войны. Род Кыртаныp имеет несколько ответвлений. Одно из них именуется Казанчи. В Аскинском районе республики, где мы сейчас находимся, есть село Казанчи, которое имеет непосредственное отношение к одноименному родовому подразделению. Село Казанчи, по мнению краеведов, впервые упоминается в середине 17 века как селение башкир-вотчинников Казанчинской тюбы Кыр-Таныпской волости. Род Казанчи имеет отличное от таныпцев происхождение, хотя входил в состав Таныпской волости организационно. Біздің ауыл тирәһендә әлбәттә татарлар бар. Башкорт халкы битендә кунаксыл. Уларга төрле яктан халыктар килгәндәр, улар аралашып яшәгәндәр. Шуга аралашып яшәгәсендә Казан исемен күп уйлап тормаенча Казан ягыннан килгән, Казан кешеләр кушкан дип уйлайлар. В годы советской власти, когда обучение в школах северо-западных районов Башкортостана шло на татарском языке, а история родного края не преподавалась, этническая идентичность местного башкирского населения подверглась деформации. Появилась даже ошибочная этимология названия Казанчи, которая истолковывалась как «выходцы из Казани», на что еще этнограф Кузеев дал соответствующую отповедь. Казанчинские башкиры нередко рассказывают о приходе предков со стороны Казани. Но это не более чем внешняя ассоциация с племенным этнонимом. Хорошо известно, что пришлые татары именовались Казанлар, Казан-Кешесе, Казанлы, но не Казанчи. Атайым безде яшьтән үк шулай дип үстерде. Һез башкортсыз, татар телендә укыталар да, без менә шулай безгә өйрәтеп әйтеп килделәр. Буны менә шунысы кызык инде, мәктәптә без ватаным Татарстан дип укыйбыз, ә кайтабыз Өфе сөйләй. Өйдә без башкорт телендә пионер журналларын укыйбыз. Шуңа күрә
татар тілінде оқытқас, мен тоқталып тұрмайым. Неге оқытқандардар, не үшін ұшылай кәрәк болғандар, мен айта алмайым. Әмі ләкін біз әр уақыт өзіміздің башқұрт екенді біліп ешәнік. Итак, если название Казанчи не восходит к городу Казань, тогда к чему или к кому? В письменных источниках, касающихся трагической истории взаимоотношений золотоордынского хана Тохтамыша и эмира Тимура, более известного под именем Тамерлана, часто встречается некий Казанчи-бей. Название села Казанчи мы связываем с военачальником Тамерлана. Мы полагаем, что после победы на реке Кондратча произошло разделение земель, и, конечно же, в числе как победителей, так и великих полководцев Тамерлана Казанчи-бей получил какие-то свои наделы. Персидский историк 15 века Шараф ад-Дин Иезди упоминает военачальника Тохтамыш-хана по имени Казанчи. Другой, более ранний персидский историк Низам ад-Дин Шами называет Казанчи Бахадура в числе приближенных правителя Белой Орды Урус-хана. Этнограф Сагит Мрясов, еще в 20-х годах прошлого века записывавший башкирские родословные, пишет, что в Шежере Кыпчаков встречается имя Казанчи-бея. Итак, кем был этот Казанчи? Военачальником Тохтамыш-хана, Урус-хана, Тамерлана или просто одним из беев башкирских кипчаков? Однозначно ответ на данный вопрос за давностью лет дать невозможно. Но, по нашему мнению, более предпочтительной является последнее, то есть то, что Казанчи-бей был предводителем одного из кипчакских родов южной части Башкортостана. И вот почему. В книге братьев Гаязовых «Казанчинский край» опубликованы очень любопытные предания. Они-то и проливают свет на происхождение Казанчи-бея и, следовательно, всех казанчинцев. По рассказам аксакалов, основание села Ельдяк Тюртюлинского района каким-то образом связано с Казанчи-беем. Старожилы, это в 60-е годы, еще говорили о том, что Казанчи-бей основал несколько деревень вокруг или около, рядом с селом Казанчи. Вот среди этих сел, я очень хорошо это помню, припоминались такие села, как Ельдяк, это село, деревня, которое находится сегодня в Бурайском районе, и Большие Шады, это то, что находится в Мишкинском районе. Что из всего этого следует? А вот что. Кыпчакское происхождение ельдякцев давно доказано учеными. И коль между ельдякцами и казанчинцами существует генетическая связь, кыпчакское происхождение последних очевидно. По преданиям, бытующим среди ельдякцев Дюртюлинского и Бураевского районов, название их рода восходит к реальной исторической личности, к Ельдяк Тархану, который свое звание Тархана получил из рук одного из казанских ханов, предположительно от Сахиб-Гирея. Таким образом, Ельдяк Тархан и Казанчи-бей могли быть не только соплеменниками, но и современниками и соратниками по военной службе у потомков Чингисхана. Конечно, наше умозаключение строится в основном на фольклорном материале, но за неимением документальных источников приходится использовать предания, а также данные башкирских шежере. Как доказывают ученые, шежере при всех анахронизмах все же отражают реальные исторические события. Для нашего телевизионного исследования важно лишь то, что ельдякцы и казанчинцы, как выясняется, происходили из среды кипчакских родов юга Башкортостана. Во время Пугачевщины, за исключением Кулыя Балтачева и его команды, почти все башкиры-таныбцы были в числе повстанцев и неоднократно угрожали своему верному старшине расправой. Кулый Балтачев в мае 1774 года докладывал в рапорте: «Противники всемилостивейшей нашей государыни Екатерины Алексеевны, приехав, напали на деревню Балтачеву, от коего их нападения едва не побегом спастись могли. Главными же тех воров были деревни Кайпановой Аладдин, чей сын не знают, кой назывался атаманом, деревни Казанчи Ильнасы Разменев, а в каком чину состоял также не знают, да деревни Кигазы Арслан Урангулов, которого называли полковником». Как следует из документа, один из пугачевских предводителей, а именно Ильнасы Разменев, был из села Казанчи.
Арслан Урангулов из села Кигазы, того же Аскинского района. А вот атаман Аладдин был из села Кайпан, которое находится в нынешнем Татышлинском районе республики. В Татышлинском районе республики ныне название Кайпан носит 3 населенных пункта – Буль-Кайпаново, Старо- и Ново-Кайпаново. Все эти населенные пункты носят название рода Кайпан. Кайпанның иң борынғы урыны менә 8-нче гасырдан башлап билгелесе бүгенге көнгә кадәр. Менә наратлар бармы, менә күренеп тора. Берсе Кырган иде, аның ана астарак бар. Даже күчмә кабилә чакта шушы урында тупланган булган. Кайпан берәү генә әле. Пока. До XVIII века существовала самостоятельная кайпановская родовая волость – Улус, и лишь впоследствии кайпановцы вошли в состав Кыр-Таныбской волости. Безнең Кайпан халкы минең бабайларның сөйләве буенча бүгенге көнгә нигә кадәр күнгүр нигә кара. Кайпан урманы шушы ниләрне территорияны бөтенесендә биләгән. Фактически безнең башкортларның бөтен территориясы ул ой-ой-ой тегеннән каян башлап, Каспийдан башлап, шушы нигә Камы тамагына кадәр сузылган булган бит инде. Теге яктан уже елгалар безнеке. Урал елгасы, моннан Кама шулай бит инде. Кемнәрдер спорт итә дә ул безнең белән менә. Фактически Волжский Булгария безнең территория булган дип. Волжский Булгарияның бит йогынтысы булмаган. Алар һөҗүм итеп караганнар. Но безнең башкортлар тоже бит инде. Үзләренә күрә яхшы рыцарьлар булганнар. Әле 12-нче гасырда ук. Шуңа күрә бирешмәгәннәр инде алар. По местным преданиям, название рода Кайпан, так же как и название родов Ельдяк и Казанчи, восходит к имени реального человека – Кайбыс или Кайпан-бея. Кем он был? Подсказку на этот вопрос мы неожиданно получили в книге братьев Гаязовых. Когда мы были маленькими, говорили о том, что Казанчи-бей имел нескольких своих очень неплохих видных сыновей. Почему я говорю видных? Потому что эти сыновья обосновали тоже деревни, и среди этих сыновей один из них Кайпан. Если предания села Казанчи основаны на реальных исторических событиях, то выходит, что и Ельдяк-Тархан, и Казанчи-бей, и Кайпан-бей происходили из среды кыпчакских племен, проживающих и до ныне на юге Башкортостана. Мин үзем башкорт буларак рәхмәтемнән башка татарларга бер ним дә юк. Мәгәр инде сез татарлар дип әйтсәләр, ачуым чыга. Фактически без татарлар түгел. Без башкортлар, исключительно урман башкортлары, үзебезнең территориябыз, үзебезнең. Без аларга ярдәм кулы сузган өчен генә татар булырга тиеш түгел бездер мәгәр. Менә шунысы, конечно, инде биңәргә. Мәзәк тыела. Раиль Кузеев в своей фундаментальной монографии «Происхождение башкирского народа» писал: «История расселения таныбских родов Казанчи и Кайпан на самом севере Башкирии также была связана с эпохой активной кыпчакской миграции. Собственно, таныбским родам казанчинцы и кайпанцы имеют лишь территориальные отношения. И те, и другие сравнительно поздно, 15-16 века, поселились на таныбских вотчинах, которые по обычной традиции считаются в преданиях перешедшими к ним в качестве приданного за таныбскими девушками, на которых казанчинские и кайпанские батыры женились». Подводя итог нашему историко-генеалогическому исследованию, с известной долей уверенности можно утверждать, что все 3 башкирских рода севера Башкортостана – Ельдяк, Казанчи и Кайпан – обязаны своими названиями именам своих предводителей. Переселение этих кыпчакских групп с юга на север произошло в 15-16 веках и было связано, скорее всего, с их отъездом на военную службу к казанским и сибирским ханам. После монгольских завоеваний и организации Монгольской империи на обширной ее территории установилась власть чингизидов, то есть потомков Чингисхана. То есть именно они были единственными легитимными правителями на этой огромной территории. И поэтому именно чингизиды имели право привлекать на службу вождей коренных, вождей племен.
том числе и башкирских. В связи с этим можно связывать появление кыпчакских племен на западе Башкирии, на севере Башкирии, именно вот с этими специфичными вассально-синериальными отношениями башкир с казанскими ханами и башкир с сибирскими ханами. Башкиры-кайпанцы были активными борцами за старинные башкирские права и вольности. Например, знаменитый пугачевский атаман и старшина Кайпановой Тюбы Кыртаныбской волости Аладдин Бектуганов проживал в Старокайпаново. Весной 1774 года Аладдин вместе с другими башкирскими предводителями подступает к Бирску, о чем сообщал бирский воевода капитан Суровцев. Называя себя атаманами, башкирцы Аладдин Бектуганов и ректинский сотник Мурат, кигазинский Арслан Урангулов, кой, собрав себе команды всякого звания людей сот до 5 и более, к пригороду Бирску приближились. После ряда сражений Бирск был взят и сожжен. С тех пор минуло много лет. Многое изменилось в жизни кайпанских башкир. Но память о своих корнях, о своем воинственном прошлом продолжает жить в их сердцах, несмотря ни на что. Biz Tatar ma'rifatında, madaniyatında o'zi bizga qabul etganmiz tatarlar bilan aralashgandan so'ng. No, magar o'zimni men umr bo'yina boshqirt deb hisobladim. Bizda masalan Qozon mening bosh qalam degan tatar adabiyotini o'qib o'sdik. Ol bitar anglatmay sen boshqirtlarni bitirding degan so'z. Hozir mening mana shunisi gina qiyinroq. Boshqirt qardoshlar bilan so'rashgan chaqda nega tiling olay deb ayttirga menga mumkindir. Menga kanishni qiyin bo'lib ketolmayman men o'z boshqirtigiz. Только men tatar tili o'qib o'sdim, nishlayman deb qo'ya boram. Shularga bor. Biz kanishni tatarlarga kerakmaymiz. Tilimizni eshitgach boshqirtlarimizda sayir sinib turalar. Mana shularga bizning o'rmon boshqirtlarini umrga og'irlik tug'dirdi. Mana shunsin men kanishni bizni de o'zimizning o'rmon boshqirtlarini по-настоящему boshqirt etib qabul etularini bekitilar edi. Башкиры этнотерриториального объединения Кыртанып ныне проживают в таких селениях Балтачевского района, как Старо- и Новобалтачево, Тушкурово, Моногазово, Кумьязы, Мещерово, Мата, Иликеево, Кунтугушево, Штанды, Имяново, Тузлукушево, а также в деревнях Асавды, Савкияс, Моногаз, Салаевка, Фанга, Бодряшево, Аукбуляк, Байкебаш, Карманово, Арибаш, Кытки-Елга, Беляшево Татышлинского района. Башкиры рода Сутанып населяют аулы Кубияс, Новый Кубияс, Кегазы, Новые Кегазы, Карткисяк, Новый Карткисяк, Новые Багазы Аскинского района. А также в Карайдельском районе Старые Багазы, Средние Багазы, Мата, Шамратово, Татарский Кудаш, Кантон, Кадыси, Юрюзань, Сабанкуль, Дюртюли, Карыш-Елга, Атняш, Усть-Сухаяс, Усть-Бартага, Шаушак, Кирзя, Калтасы, Маликова, Сурда, Бартым. Башкиры рода Казанчи проживают в аулах Старые и Новые Казанчи, Старый и Новый Мутабаш, Мута-Елга, Базанчат, Каюмова, Чат, Улу-Елга, Башкортостан, Кышлау-Елга Аскинского района. Башкиры рода Кайпан населяют Старо- и Новокайпаново, Буль-Кайпаново, Кальтяево, Нижне-Кальтяево, Старый и Новый Шардак, Старо-Солдово Татышлинского района Республики Башкортостан. Перед нами прошла тысячелетняя история башкирского рода Танып. Великое счастье иметь такую историю, еще большее счастье изучать ее. Далеко не все, не то что местности, но и целые народы могут похвастать таким обилием персонажей и сюжетов. Великая Венгрия, родоначальники Ильдяк Тархан, Казанчи-бей, Кайпан-бей, военачальник Улы Балтачев, пугачевские полковники Аладдин Бектуганов и Арслан Урангулов. Каждый из них достоин отдельного романа в бесценном хранилище башкирской истории.